Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Merhaba saygılar. Telekanalının teleseyircileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbeteki 45 daha devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen sonki ve en aktual haberlerini müzakere edeceğimiz. Siz de bizim yayınımızga hoşlabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim etti. 073 419 4158 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. aktr.tv bizim adresimiz. Men ise yayınımızdan esas meselelerini ve esas haberlerini geçmeye isteyim. Bugün işgal edilen Kırım'da kun tintuvnen başladı. Karasu Bazar rayonu Bahçeli koyunda yaşayan Kırım Tatarı Eldar Fitlayev'nin evine işgalciler taqiqi tedbirler manatçığının kelip çıktı. Bu haqda Kırım Birdemligi Teşkilatı o'zining Facebook sayfasında tezden bildirdi. Faollarning bildirganiga ko'ra sabah saat 8'de Fitlayev evine kelganlar. Fitlayev advokat Edem Simitlayevga telefon açıp onun evinde o'tkazilgan tintuvlar haqida ma'lumot berdi. Aytganina ko'ra onun evine ekstremizmga qarshilik merkezining xadimleri kelgenler, ona karşı hiçbir cinayi dava açılmadı. Fakat ne sebepten taqiqi organlarının onun evine kelgeninde işgalcilerinin hukuk korçalayıcı organları belgilemedi. Yine beraberlikte şimdi Fitlayev'nin, Eldar Fitlayev'nin akrabaları bu mesele etrafında nasıl bir izahatlar bergen dinleyik. Сегодня в районе 6 часов утра мы услышали стуки сильные в дверь. Ну, поначалу мы даже не поняли, что это, ну, спросонья, а потом, конечно, уже заглянув в окно, дочка побежала к окну, увидела большое количество людей, мужчин. Ну, она сказала, что это, наверное, ФСБ приехало. Их очень много. Вот. Ну, естественно, мы разбудили уже всех, стали одеваться, готовиться. Вот. То есть они зашли, мужу вручили бумаги какие-то. Вот. Он стал ознакомливаться с протоколом. Ну, как бы читал, пока он читал, они все стояли, ждали. Вот. Ну, один из них уже потом, я не знаю, кто это, майор и кто, не знаю, он попросил, чтобы пока муж там ознакомливается с протоколом, остальные, чтобы провели обыск. Когда я вышел в коридор, уже, где стояли все, и органы, и родители, уже читали постановление о обыске. Уже через минут 5-10 после того, как я увидел это, уже приступили к обыску. Обыск проходил следующим образом. Мы все вместе ходили от одной комнаты в другую по часовой стрелке. Проверяли, ну, не так строго. Изъяли 2 планшета, 1 телефон, диск CD и все на этом. Bizle canlı bağda advokat Edem Simitlayev şimdi var. Edem ağa, selam aleykum. Selam. Edem ağa, tarif etiniz bizge. Menim anlağanıma göre saat 8'de Eldar Fitlayev sizge telefon açkan, sonra siz anda kelgensiniz ve ne oldu? Да, сотрудники правоохранительных органов к нему в дом ворвались в 6 часов утра, но дали позвонить адвокат ближе уже к 8, когда обыск подходил к завершению и необходимо было подписать соответствующие протоколы. И только после того, как он категорически отказывался без защитника подписывать, ему разрешили позвонить мне. Мне удалось по телефону его проконсультировать, однако на сам обыск я не успел, хотя сотрудников предупреждал и просил, чтобы они подождали и того времени, когда я доеду до села Богатое. Однако сотрудники не стали ждать и провели все следственные мероприятия.
в том числе и допрос Фетляева в качестве свидетеля. То есть он по данному делу якобы проходит свидетелем. Дело очень странное, как по моему мнению. Так, а что за дело? Дело состоит в том, это со слов, опять же, Фетляева, так как практически никаких документов не оставили они, якобы месяц назад было сообщение о взрывах, о терроризме каком-то анонимным лицом, и по данному факту возбуждено уголовное дело. И сотрудники Центра по противодействию экстремизму сегодня пытались выяснить какие-то моменты именно у Эльдара. Однако он ничего об этом не знает, и для чего изымалась вообще техника, принадлежащая ему, сотрудники также не смогли объяснить. Şimdi bu ekstremizm boyunca bu Eldar Fetayev'nin evine geldiler. Yani ekstremizmge karşılık merkezinden. Yani şimdi Eldar Fetayev'ge sadece sorav yaptılar ve öyle yani bıraktılar. Şimdi hiçbir beklentisi Eldar Bey'den yoktur. Doğru mu anlayayım? Да, в отношении него никаких следственных действий больше не проводилось. Единственное, провели обыск и допросили его в качестве свидетеля. Eğer siz aytkanızga göre bularının kelgen cinayi davası boyunca dava çok böyle şüpheli bir şekilde korunacak olsa neden sebep aynen Eldar Bey'in sizin fikrinizce evine gelirler mi? Hakiki sebep nedir? Misal siz Eldar Bey'ini tanıydınız mı? Faal edi mi? Ya da Kırım Birdemliğine bir alakası var edi mi? Ne olabilir? Такого рода обыски мы всегда расцениваем как запугивание не только семьи Эльдара, а запугивание всего крымско-татарского народа, потому что, несмотря на то, что идет священный месяц мусульман, Рамадан, люди в масках, в полном обмундировании, с автоматами, с пистолетами в 6 утра врываются в дом, и по итогу, когда проводят обыск, не находят ничего, кроме планшетов и телефонов, и потом еще говорят, что вы являетесь просто свидетелем, то это, конечно же, по большому счету странно, для чего это проводится. Я считаю, что это такого рода акт устрашения всего народа. Çok sağ olun Sedem ağa, bizle bağlanıp malumatlarla paylaşkanınız için advokat Edem Semedlayev bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar ve o bizlerge bugün sabah Karasu Bazar rayonu Bahçeli koyunda yaşayan semirdeşimiz Eldar Fetlayev'nin evine basıp kirgen Rusiyanın hukuk koruyalayıcı organlarının faaliyeti hakkında biraz aytıp berdi. Biz bu meseleni şimdi hukuk koruyalayıcı Abdurrashid Hajiparov'nin de laf etmeye planlaştırdık. O bizle şimdi bağlanacak. O bağlanmazdan evvel men da bir kere sizlerge hatırlatam. Biz canlı yayında çalışamız ve sizin desteğiniz bizler için çok mühim. Hem manevi cihetten aslında daha çok mühim dep aytmağa mümkün. Çünkü biz mında çalışkanımız, yani sizin sesinizni eşitmek bizler için mühim ola ve o sebepten studiyamızga telefon aça bilesiniz sayılı dostlar ve fikirlerinizni, gayelerinizni ve studiyamızda bulungan musafirlerimizge suallerinizni de seslendirmege imkanınız var. Biz canlı yayında çalışamız da bir kere hatırlatam. Bunun beraberlikte biz bugün canlı yayınımızda bizle bağlanacak diğer musafirlerimiz ile de çeşitli diğer meselelerini müzakere edecekmiz. Misal olarak bugün kurultay delegesi Rustem Bey Minnanov'dan böyle bir haber aldık. Aytkanına göre 20 aprel günü ona böyle çağırıf предостережение mesajı mektubu berilgen Rusya işgalcilerinin hukuk koruyalayıcı taraflarından ve böyle bir kütlevi tedbirlerinin o günü aldırmak için degen mektup algan. Nasıl bir kütlevi tedbirler hakkında hiçbir şey aytılmaydı belli değil. Hatta Rustem Bey'e
де bu haqda malumatlar berilmedi. O sebepten biz onun bağlanıp tavsiyatlarını öğrenmege isteyimiz. Şimdi ise bizle canlı bağda Abdurüştağa Ciparov var. Korçalaycı Abdurüştağa selam aleyküm. Aleyküm selam. Abdurüştağa, bugün alıngan haberlerimizle bağlı bizlerge nasıl bir malumatlarını bere bilesiz mi? Eldar Beyfitlayevni siz tanı ediniz mi? Onu tanırdım. Çok koruyayım o insanı. Bahçeli köyünde yaşamıştık. Bugün evine de vardık. Buna yakında kayıt geldik ondan. İşte bunlar da bugün sabah bunların uğraganlar işte obüslerini. İşte evde kartları var. 80 yaşını geçken söyleri. Oğuzı 4 bağdan, apayından 8 adam. Sabah 6'da evet demişten sonra yanında bazıda yatağa yatkanlar. İşte bunlar gelip yatkanlar. Bu neler? Bu işte politsiya, son bu Центр противодействия экстремизму, bir maşına dolaşıp gazel, da bir şeyler, avtomatlar işte kene ogan gibi balıklar var. Bet yüzünü göstermeyip evlerini tintip çıkanlar. Planşetini alıp kendileri, planşet bir telefon alıp kendileri. Buna böyle. Yani kıdırdılar, bir şey kıdırdılar mı ya da sadece sorap gittiler, soraştırıp? Soraştırıp kendileri kıdırganların işte şeylerini aldılar. Buna bu diyeyim de planşetten telefonu aldılar. Sonra bir diskan bir şey var iken onu da alganlar. İş kılıp yaş korantaya rastladılar. Sonra 207. madde eken madde işte bir yerde emiş demiş bir haber alganlar. O da bu mu bu değil boş şey. Demiş de genelde bir o korantaya gelip köye gelip bir iki rastlayanlar korkup kişi orada yaşayan insanları. Ana öyle. Bilen bir desen kabaklı bir şey bir suçluluk yok. Ona bir şart mı ya bir kabaklı mı suçlu mu bir şey yok. O yerde bir şey anlamadılar doğrusu. İşte yapacakları bu işleri yaptılar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Neden sebep Eldar Bey'in evine geldiler? Yani hakiki sebepler neden ibaret? Sebepleri yok. İşte bunların adetleri korkutmak, sakındırmak. İşte bir zarar getirmek, unutmasınlar deyip bu kadar. Daha sebep olmak mümkün yok sebepleri. Yani bu yapılgan bütün eylemler korkutup aksiyasına kırıyor. Evet korktu. Onlar böyle insan korku yaşadı mı ya o insan olsun, millet olsun işte bu son inkişaf edip olamayı, bu bir işte plan koyup olamayı ne yaparım ne terim deyip onun için bütün var korkudan yaşasa o kıyın şey. Şimdi o koyu çoktan kime genediler. Buna Bahçeli koyunu. Sizin ortalan koyunu çok güzel değil bilirsiniz. İşte bu şey yaptılar. Onun için korkmak, gene korkmak. Biz varız deyip sakınız deyip. Sakındırmak. Abdurüştağa şunu soracağım. Sizge Korçalaycığa böyle bir sualim var. Buna biz alamız. Elbette Kırım bir demlege çalışıyor. Başka bir yerlerde işte o ötkergen bağ uzuldu galiba. Da bir kere bağlanmağa tırışırmız. Abdurüştağa Ciparov'nin var mı acaba? Yok da dep ayta bizim rejissörümüz. Da bir kere şimdi bağlanmağa tırışırmız. Aslında biz Abdurüştağa Ciparov'nin anlaşkanımız vakit ve diğer bugün stüdyamızga bağlanacak misafirlerimizden anlaşkanımız vakit bizge böyle ayttılar bugün Kırım'da yağmur yağa, bazı yerlerde şimşekler çaqa degen böyle haberlerini aldık ve bağ uzulacağını bizlerge aytkan ediler. Fakat biz gene de umut ettik ki bağ uzulmaz, umut ettik ki yaxşı güzel şekilde yayınımızı alıp barış semirdeşlerimizden müzakere etermiz. Fakat tabiat şimdi bizge böyle ayak çaldı dep aytmağa mümkün de bir kere bağlanmağa tırışamız. Var mı Abdurüştağa? Yok da değiller ne yazık ki. Kırım ile bağlanganımız vakit böyle problemler meydana geliyor. Bazılarda tesadüf ola, bazılarda tesadüf değil degen böyle şakaların da bazen yapamız ama hakikaten de bazen şakadan da öte çıka bu meseleler ve bağlar ne yazık ki uzuluyor. Men aslında şunu soracak edim. Hakikaten de biz Kırım Birleşimligi Teşkilatından algan haberlerge göre bilmem çeşit Kırım'nın bölgelerinde çalışkan ve bulungan faal, pervasız olmagan semirdeşlerimizden işgal etilgen Kırım'da olup geçken
tintuvler haberlerini alamız. Olup geçken baskılar haberlerini alamız. Ve bu bizim sadece bilgenlerimiz. Yani bizlerge bildirilgenlerin. Çünkü ATR telekanalının Kırım'a böyle dost doğru bir kiriş imkanları yoktur. Ve jurnalistlerinin dost doğru çalışıp imkanları olmağını sebebinden işte içtimai ağlar vasıtasıyla bağlar yardımı ile bu haberlerini alamız. Fakat bu sadece bizim bilgenlerimiz. Bilmegenlerimiz de vardır belki degen böyle fikir hakkında Abdurrashid Japarov'dan de laf etmege istedik. Çünkü bundan evvel korçalayıcılarının, birçok korçalayıcılarının bildirgenine göre bazı insanlar aslında olup geçken baskılarını, bazen de olup geçken tintuvlarını açıklıkka getirmekten korkabile degen böyle bir fikirlerde ve böyle bir hadiseler de hatta işgal etilgen Kırım'da yüz bergen edi. Menimce bu doğru değil. Katinde olup geçken eğer de bir baskı, bir tintuv veylahri olsa bunu aşikar etmege, bunu aytmaga ve bütün ağlarda her yerde bağırmaga lazım. Çünkü eğer bugün biz bu baskılarga sussak, yarın onlar daha da çoklaşır. Susmamalı ve böyle bir hadiselerinin yüz vermemesine ogunu almalı dep düşünem. Abdurrashid Japarov bizle kayıttı deyler galiba. Abdurrashid kayıttınız mı? Selamun aleyküm. Көрем. Neyse Abdurrashid men şunu sormağa istedim. Aslında özümнің fikirlerimi endi bildirdim sizni bekler ekende. Ama kendi sizden de sormağa isteyim. Hakikaten buna bu ötkerilgen tintuvler ve ilahri biz bunu işte içtimai ağlar olsun Kırım'da bulungan pervasız insanlardan haberlerini alamız ve bu bizim sadece bilgenlerimiz ya bilmegenlerimiz çok mu? Çok, çünkü var öyle soyarı saklı yer. Misal dün varacak olduğum bir köye Bahçeler evinde ve varıp olamadım. Çünkü o karanlıkta çok istemezken kimseyi de sonra araya adam koyup anlattım. Dedim ben mıkayt olarak laf ederek size zarar getirmek sizin de geniniz orada. Ne de olsa öyle piyazlamak gerek oldu. Şimdi pazar günü galiba da varıp olacağım. Konuşacağım onlardan. Onun için o da biz bilgen soyumuz. Ben böylesinde de çok bilmegen şeylerimiz var. Çünkü sakınmak var, korkmak var. Münabibet şimdi Kırım bir demlege o endi yaxşı bir öğrendi insanlar. Onun için o tarafta olan söyleri biliyor ama da çok söyleri halı çetti da kalkmadılar, bilmiyor bir şeyleri. Son birkaç vaktin son bilik ama yenip geç. Kurvarıpsan o gün ne oldu, kimden oldu ama bile bir yardım etip olamayaksın. Mına Abdurrashid bu sakına dep aytasınız da yani bu insanlarga ne aytar ediniz? Yani bu sakınuf meselesi boyunca hangi bir tavsiye ve nasihat verir ediniz ve sizin fikrinizce böyle bir sakınuf yapıp da aytmamak, bilmeyeyim aşikar etmemek yüz bergen problemini doğru mu? Bu yardım edebilir mi? Endi bilirsin insanlar hepsi bir standart olmaz. Hepsi derece içinde bir korku mu, duygusu mu ya bir şey var. Onun için her bir insan kahraman da olmaz, her bir insan mutlak cesur da olmaz. Her bir insan diyeyim de özüne göre bir tabiat, Allah'tan verilgen tabiatını kullanıyor. Onun için onları ya bir sökmek mi, ya bir şey yüzlemek mi doğru olmaz. Evet işlemek gerek bunlardan, anlatmak gerek. Sabır etip onları anlatıp bu olmasa yakınları var bir şey etip anlatsınlar deyip işlemek gerek. Evet bana biz bugün vardık. Sudaklay'ın Arpat Koyu'na işimiz vardı onda. Böyle baksam bir kolay bir şey. Orada bir gol var. Arpat'ın golü, namlı golü. Su eksilgen. Bayağı bir su eksilgen de orada yaşayan adamlardan soracak olsak yok men çıkarmaz. Men kimenzip öyle. Onun için var sakınmak. İnsanlara duyulu yok şimdi Kırım'da. Onun için bir gene de işlemek gerek diyeyim de buna bir varacak yerime araya adam koyduk. Bir şey ettik. Soylarını taptık. Koydeşini taptık. Hepsi bir anlatıp bir yanaşmaya bakayıq. Ama bu şey var yendiki insanlarda sakınıp korkmak var. Ve son olarak şunu sorayım bana korçalayıcı olarak Abdurrashid ağa. Yani bugün Kırım'da korçalayıcı olmak ne demektir? Ve baskıga uğrayan insanlar yani ne yapmalı, kimge müracaat etmeli, nasıl etip bugün işgal etilgen Kırım'da haklarımızı savunma imkanlarımız mevcut? İşte boldurmaya çalışmak gerek. Boldurmaya çalışmak gerek. Gene de ya sakınayım, ya istemeyeyim, ya buna bir boldurun demeyeceksin. İşte durmadan hepsini yazmak gerek. Dokumentlik yapmak gerek. Bunu advokatlar işlerini yapıyorlar. Halktan çalışmak gerek. Profilaktika degen şey var. Profilaktika yapmak gerek. Koydan.
aktivistler tapıp, ya insanları görüp, kırmıleştik. Az yerde değil, bayağı yer ama gene de çalışayım desen, kur ne var? İnsanlar şimdi tekrardan ya yoruldu ya belki adamlar eslendi. Adam da çok değil bir çalışmak. Gene de işte bana söyledim de şimdi Arpat'a vardık. Sonra Haythan'da bir koya girdik. İşlemek gerekmez. O iş yapayım desin iş yok ama toxtamayıp özümüz de öğrenik, yani yanlış yer öğrenik. Son halka da bir şeyler öğretmeye bakayım, tarif etmeye bakayım. Ne işte iş yok. Ne yapmak gerek? İş kolay gelsin. Abdurreşit ağa, çok sağ olunuz. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Abdurreşit Jeparov, Akkor Çalaycı, bizle canlı bağdaydı sevgili arkadaşlar. Men ise Nevbet'teki musafirimizni yayınımızga bağlamağa isteyim. Kurultay delegesi Rustem ağa Minnanov bizle şimdi canlı bağda. Selam aleyküm. Allo. Алло, selam aleyküm, eşitesiniz mi? Biz de sizni ne yazık ki yaman eşitemiz. Ya şimdi geliniz da bir kere tekrarlayık bağımızın sesimizni, da bir kere nezaret eteyik. Rustem ağa, selam aleyküm, da bir kere eşitesiz mi meni? Bir kaç söz aytınız, biz de sizni eşiteyik. Uzuldu ne yazık ki bağımız Rustem Bey Minnanov'nin ne içindir bugün hakikaten bu tabiat problemleri hakikaten Kırım'da yağmurlar yağğanı ve böyle şimşekler çaqqanı sebebinden mi ama bilmeyimiz. Bugün Rustem ağa Minnanov Kurultay delegesinden algan haberlerimizge göre ona sakındırıp mektubu kelgen hukuk korçalayıcı organlara tarafından fakat neyden yani kaydan neden sakındırıvlarını da belgilemegenler aytmadılar bizim algan haberlerimizge göre tavsiyatlarını öğrenmege istedik fakat ne yazık ki bağlanmay Rustem ağa'nın bağlanma imkanı ne yazık ki kalmadı dep ayta bizim rejissörümüz. Bağlanıp olamadık. Yok, bağlanıp olamadık dep ayta. Diana Hanım sağ olunuz. Men ise rus tilini keçeyim öyleyse çünkü музакире etmege istegenimiz birçok diğer meseleler de var. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунья» и переходим к обсуждению важных новостей. Сегодня в Крыму проходят массовые военные учения РФ, на которых принимает участие также глава Минобороны России. И сегодня Сергей Шойгу заявил о том, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, пункты постоянной дислокации с 23 апреля, то есть с завтрашнего дня. С нами сейчас на прямой связи пан Володимир Воля, політичний аналітик. Пане Володимире, вітаю вас, селям алейкум. Доброго здоровья, салям алейкум. Пане Володимире, последний месяц, 3-4 недели мы обсуждали и говорили о том, что Россия, наша разведка фиксировала, что Россия стягивает войска к границам Украины, милитаризирует оккупированные территории, и обсуждалась, собственно, угроза полномасштабного вторжения России в Украину. И сейчас мы вот сегодня получили такое сообщение из уст Сергея Шойгу, который сказал, что с завтрашнего дня Россия отводит свои войска. А можно ли сделать вывод, что вот градус напряжения, накаленности уже падает? Да, несомненно, градус снижается. Если говорить о том, как это все начиналось, то в марте месяце сепаратисты на территории ОРДЛО начали раскручивать тему, что вот якобы украинские силы будут наступать, все, готовимся к этому, к отражению наступления. Ну и параллельно началось стягивание российских войск к границам Украины. То есть тогда еще было понятно, по крайней мере для меня, что это однозначно игра мышцами, это демонстрация силы, очень провокационная по своему формату. Вдоль границы эти облеты и пролеты, да, в таком количестве. Но для меня это выглядело все не более чем демонстрация силы, тем, чтобы Россия пытается показать, что ее не отодвинули на второй план геополитики, то есть они пытались утвердиться, показать, что они главные оппоненты конкурент Соединенных Штатов. Плюс такие учения у нас еще будут
довольно регулярно с провокационными различными элементами до выборов думских осенью текущего года. Пока же, в принципе, можно говорить о том, что заявленные ранее россиянами до конца апреля учения, вот они вроде бы сворачиваются. Я почему не верил в наступление? По одной простой причине, что Северный поток, о котором мы говорим, с одной стороны, это инструмент против Украины, но для России это ценность. И вряд ли бы Россия пошла на то, чтобы просто так сама выстрелила в этот Северный поток, учитывая ту, что из последних сил держится правительство Меркель под натисками немецкой оппозиции, европейской оппозиции и Соединенных Штатов. Поэтому очень хорошо, что мое видение подтвердилось, что действительно не случилась какая-либо авантюра. Потому что даже... Пане Володимире, уточнение. То есть вы думаете, если бы Россия пошла бы в военной операции, устроила бы реально полномасштабное вторжение в Украину, то Северный поток-2, то есть завершение его строительства, стало бы невозможным. Правильно я вас поняла? Да, а то, что сейчас делает Россия в Украине, в Крыму, на Донбассе, разве этого недостаточно получается? Ну, видите, получается, что так, что Северный поток, да, его начали строить, его долгое время пытались развести с политическими треками, в том числе с вот этой агрессией, то есть как два разных направления. Но учитывая в последние 2 года, насколько активно Соединенные Штаты оказывают давление из-за Северного потока, вот получается, что ценность Северного потока для России тоже возрастает. И если бы она сейчас что-нибудь предприняла такое, какое-то наступление из Крыма, либо какой-либо формат полномасштабной военной эскалации на Донбассе, то это бы означало как минимум прекращение. То есть она ударила по всем бы тем, кто еще помогает ей отстаивать завершение строительства этого потока. Плюс под вопросом оказались бы остальные потоки. Поэтому я думаю, пока Россия пытается угрожать, и то, что эти учения, они проходят вдоль наших границ, они будут теперь постоянно. Это такая манифест анти-НАТО, потому что фактически украинская восточная граница, то есть российско-украинская граница, в каком-то смысле это уже граница НАТО и России. И теперь, да, нам придется жить в условиях вот тревожных вот этих провокаций, но которые, к счастью, пока что не думаю, что перерастут в нечто большее, чем просто учения. То есть, по сути, они могут отводить войска так долго, пока не достроят Северный поток-2? Ну, отводить их полностью все не будут. Я так понимаю, предполагаю, вернее, что будет отведена большая часть, кого они там перекинули из других частей Российской Федерации. В Крыму же учения продолжаются пока. Поэтому я думаю, что войск останется больше, чем было до... Предполагаю, возможно, я ошибаюсь, что войск российских возле украинской границы останется больше, чем их было до вот этих мартовско-апрельских провокационных этих учений и маневров. Как я сказал, у нас уже просто наступает реальность, что теперь Россия будет постоянно бряцать, анти-НАТО вот демонстрировать свое, плюс в том контексте, что думские выборы и пытаются в первую очередь продемонстрировать, с одной стороны, Западу, что смотрите, нас рано списали со счетов, да, то есть Россию списали со счетов, Китай важен, но пока что оружием бряцает Россия, плюс давление с точки зрения особого статуса ОРДЛО, ну и плюс на всякий случай грозят нам, что смотрите, когда-нибудь это может случиться. И вот эта опасность, то есть то, что учения проходят, это вроде бы обычное нормальное состояние любых войск, вот войсковая подготовка, но учитывая, что это Россия и наш контекст последних лет взаимоотношений с ней, тут нужно всегда быть начеку, что однажды эти учения могут
вдруг оказаться сюрпризом для нас. Поэтому эта вот ситуация достаточно острая, будет теперь постоянной. Разница лишь в количестве войск, да, и вдоль границы. Но они теперь будут постоянно. Так, если мы говорим о блефе, если мы говорим о демонстрации силы, если мы говорим об игре мускулами и так далее, то, ну, это же не просто демонстрация для демонстрации, правильно? Это же не просто демонстрация, чтобы показать, вот какие мы сильные, на что мы способны. Наверняка рассчитывалось на получение каких-то политических дивидендов, при каких-то политических, возможно, каких-то решений, преференций. Что это могло быть? Ну, если говорить о политических дивидендах, то я уже упомянул здесь Китай, да. В марте состоялась вот эта большая перебранка между Китаем и США в Анкоридже, и в мире сложилось впечатление, что все, вот они, два главных оппонента в мире, а Россия как бы отошла на второй план. Вот я думаю, что россияне попытались исправить это в общественном мнении, и началась длительная эта информационная кампания. Россияне намеренно раскручивали и подчеркивали вот эти свои провокационные действия, то есть чтобы показать миру, что они сила в мире и в этой большой геополитике. С точки зрения посылов Западу, это в первую очередь, смотрите, вот мы готовы, и для Украины это тоже вот ответ на заявление по поводу НАТО. Если вы вспомните, то заявил наш президент про НАТО или кто-то, они там что-то еще подтянули, ракеты «Искандер» привезли быстренько к границе и так далее. То есть вот этот момент. Ну и кроме того, апрель — это что? Это начало АТО на Донбассе, то есть это начало апреля, 6 апреля, 7 это Северодонецк и так далее и тому подобное. Поэтому это, несомненно, некий символизм напоминания о Украине и давления с целью, чтобы попытаться добиться этого, выдавить из Украины этот особый статус, который прописан в Минских соглашениях, статус, на котором настаивает Российская Федерация, и который никак не может получить. Поэтому вот 3 месседжа. Но в любом случае главный получатель всех месседжей в 3 случаях — это российский избиратель. Потому что он главный потребитель всего этого. Это именно им пытаются показать, что вот Россия никуда еще не списана, что нету провала на Донбассе, что особый статус никак не могут, который пообещали, да, сепаратистам, никак не могут выдавить с Украины 7 лет. Поэтому в каком-то смысле это попытка перекрыть вот эти неуспехи российской внешней экспансии, включительно вот с особым статусом для ОРДЛО. Но я бы детализировала еще немного вот один из месседжей, который вы озвучили, это Запад. Да, то есть вот многие аналитики говорили о том, что вот стягиванием войск к границам Украины, вот демонстрацией своей силы и так далее, таким образом Путин тестировал, и даже Зеленский об этом говорил, тестировал Запад, и в первую очередь новую администрацию президента США. И потом после этого звонок Байдена Путину, приглашение на встречу, приглашение участия в саммите, а потом введенные санкции, сейчас вот эта дипломатическая война с высылкой дипломатов и так далее. Вот как вы думаете, мог бы действительно это быть тестом для Соединенных Штатов Америки, и прошел ли этот тест США? Ну, несомненно, что в каком-то смысле это действительно был такой пробный шар, который Россия запустила для того, чтобы прощупать реакцию Запада после прихода Байдена. То есть у всех игроков, но Соединенных Штатов в первую очередь, как одного из, вернее, главного, как россияне считают, оппонента геополитического. Так вот, да, Байден, я думаю, что прошел тест полностью, довольно достойно. В Соединенных Штатах поняли, что Россия не собирается нападать, но она умышленно скручивает эту информационную кампанию, которая призвана показать величие, так сказать, выдающуюся роли влияния России в мире, то есть показать вот эту сильную Россию, которая спаррингует со всем,
со всеми. То есть Путин устроил такой виртуальный спарринг, больше виртуальный спектакль, да, с помощью этих провокационных учений для того, чтобы продемонстрировать свою силу. В Соединенных Штатах, скорее всего, это очень поняли, и завершилось это тем, что Байден ввел просто санкции, и при этом была отозвана заявка на заход 2 дополнительных американских кораблей в Черное море. То есть это означает, что Но, правда, Соединенные потом они Штаты... отвели. Правда, Да, потом да, решили вот не впускать. Но зашли британские. Нет, там то британцы зашли. А Британцы. американские корабли должны были зайти и подали заявку Турции в соответствии с конвенцией Монтрео. Но потом турецкие власти сообщили, что американцы это звали. То есть что? Возможно, Путин решил устроить спектакль, такой мини-карибский кризис даже, да, чтобы показать вот статус России. Соединенные Штаты, они пошли на поводу, ввели санкции, вот эти, которые достаточно жесткие, с высылкой дипломатов и там списком компаний различных. И решили не играть в эти эскалации, демонстрации, подобие карибского кризиса только возле Крыма. Поэтому я думаю, что российские задумки, если они были вот в этом, то они были многими поняты на некотором этапе, и Соединенные Штаты выступили паритетно. Что касается предложения о встрече... Ну, кстати, вот по встрече, вы про встречу Байдена и Путина, да, сейчас? Просто сейчас прошла новость по поводу предложения Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе. И Путин, кстати, в Кремле отреагировали, и Путин ответил Зеленскому. Он сказал, что если президент Украины Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, и только потом с российским руководством. И даже он сказал следующее, цитирую: если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время. Конец цитаты. Ну, я даже слышал идею, кто-то озвучивал, что вот было бы неплохо, если бы Путин и Зеленский встретились на территории Крыма. То есть априори такая встреча на территории аннексированного, оккупированного Крыма невозможна, потому что априори туда не может прибыть украинский президент. То есть это однозначно, да. Что касается идеи встретиться в любой точке украинского Донбасса, которую озвучил президент Зеленский, это такой формат тоже на 90% нереалистичен, как с точки зрения обеспечения такого визита, так и с точки зрения корректности, почему это Путин будет находиться на территории Украины, глава государства-агрессора. Ну, поэтому вот то, что ответил Путин, ну это да, вот если Донбасс, то встречаетесь с этими лидерами подконтрольных России и ЛДНР, а если двусторонние отношения, он там перечислил целый список там и церковные дела, и язык и так далее, то в Москву. Понятно, что наш президент не может просто так поехать в столицу государства-агрессора и встречаться там. Поэтому это скорее такой был символический обмен идеями, не совсем, возможно, продуманный. Ну вот вышел такой флешмоб, да, с идеями. Что касается встречи Путина и Байдена, то она же тоже пока что дискутируется. А кому нужна эта встреча больше? Кому она больше выгодна? Кому выгодно? Да, в принципе, Байден может из этого сделать определенные дивиденды для себя, плюсы, поставить галочки, потому что у Соединенных Штатов и России слишком большой спектр вопросов международной политики, которые требуют хоть какого-то взаимодействия. Иран, Сирия, Афганистан, что там, Ливия, много чего другое, не говоря уже по поводу украинской проблематики. Что касается Путина, то Путину как раз вот такая встреча, она нужна будет для того, чтобы подчеркнуть значимость России, и с Россией считаются. И в каком-то смысле вот для меня вот эта эскалация мартовско-апрельская,
вот она чем примечательная оказалась. С одной стороны, она приблизила телефонный разговор президента Байдена и президента Зеленского, а с другой стороны, я даже начал подумывать, что, возможно, эта эскалация приблизила встречу Байдена и Путина. Но опять-таки это пока что показалось, да, потому что но в любом случае, если такая встреча состоится, Путин будет не кочевряжиться, как это более дипломатично сказать, будут торговаться, выторговывать, что-то играться, как они делают уже с марта месяца с Лавровым. Если они не хотят выстраивать отношения, мы не будем с ними отношения строить. То есть в этом духе вот эта риторика, торги. Ну и в итоге что показывает, что вот он лидер России, против которой весь мир стоит, и по которому всему этому миру противостоит Россия. Вот он перед выборами встретился, да, обсудили. Соединенные Штаты без России не могут. Это так будет преподнесено. Но опять-таки это больше всего рассчитано на внутреннего избирателя, на внутреннюю российскую аудиторию, потому что для всех других мир не определяется тем, встречается Путин с Байденом или Байден с Путиным или нет. Мир совершенно другой, живет своими вопросами, большим количеством проблем очень острых. И Россия один из всего лишь элементов этой большой и очень сложной мозаики мировой жизни. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагл, у нас політичний аналітик Володимир Воля був з нами на прямом зв'язку. Ну а я, к сожалению, вынужден с вами прощаться. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Увидимся завтра. А сейчас эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдер Муждабаев. Коршкинч.